вы являетесь автором вот онлайн-словаря гагаузско-русского. Вы являетесь еще и автором вот этой клавиатуры на гагаузском языке и меня просто в этом всем у меня возникает вопрос, почему научный центр не занимается этими вопросами? Есть кадры, которые работают в этом центре, есть финансовые возможности все это делать, но почему-то у нас так получается, что школьник, который испытывал сложности при изучении гагаузского языка, сам для себя завел вначале мини такой словарик, потом он перерастает в словарь. Почему в электронный словарь? Почему, на твой взгляд, этими вопросами не занимаются те, кто должен напрямую этим заниматься? Этот школьник, о котором говорит Елена Федоровна, это как раз и Кирилл, друзья. То есть Елена Федоровна пересказывает историю о том, как Кирилл сам дошел до того, что, будучи школьником, ну расскажите сами, Кирилл. Что рассказывать? Просто я так же, как и многие школьники, наверное, в Гагаузии, в свое время стал... Нет, ну сейчас уже полегче, конечно. Но в то время, да, было тяжко переводить, тем более слова новые, всякие неологизмы, термины, которые, ну, не могут знать наши родители, скажем так. Ну, все, вот я накапливал себе, просто накапливал эти слова, потом решил сделать вот в открытом доступе, и вот так постепенно, адым-адым, олду. Но необходимость существует, и Конечно. по сегодняшний день этот словарь, который, наверное, уже более усовершенствован, чем он был тогда, он очень востребован. Он востребован в том числе, потому что он, по сути, единственный. Есть там другие какие-то сторонние тоже, но они, на самом деле, не очень информативны, скажем так. И вы спросили, почему не занимается этим научный центр. Наверное, потому что научный центр не занимается культурой у нас, Башконат не занимается экономикой, Министерство управления образования не занимается образованием и так далее. Это такой же тренд в Гагаузии, что есть какие-то учреждения для того, чтобы у людей были рабочие места, а не для того, чтобы они выдавали КПД. Я не хочу обидеть никаких работников там, научного центра, который, кстати, я знаю, по крайней мере, одного, который болеет, скажем так, за гагаузский язык, радеет. Но почему так? Не знаю. Давайте пригласим их, поговорим. Да, Мне было бы очень интересно, почему и так нам действительно. Интересно.